Рада приветствовать всех, кто меня видит. Я Татьяна Шабардина. Вы находитесь на канале, где говорят о музыке. Я продолжаю цикл видеобесед с композитором Рашитом Зигановым. В предыдущих видео он рассказал, как создавались, о чем, какой смысл его первой, второй, третьей и четвертых симфоний. Первая симфония посвящена глобальным событиям конца 80-х, начала 90-х в нашей стране. Тема второй симфонии – религия. В третьей симфонии – древняя история башкирского народа. Четвертая посвящена национальному герою Салавату Юлаеву. Найти их можно по ссылкам под этим видео. Я пришла к выводу, что симфония – это глобальное философское откровение. Это больше, чем просто музыка. В свои произведения композитор вкладывает свое отношение к окружающему миру, осмысление исторического прошлого и настоящего, свои мысли, чувства, переживания. И сегодня Рашид Зиганов расскажет, как создавалась его пятая симфония «Габдрахман». Рашид Зиганов посвятил эту симфонию первому президенту Башкортостана Муртазе Рахимову. И нужно знать легенду башкирскую «Габдрахман», чтобы понять и найти взаимосвязь легенды с судьбой первого президента Башкортостана. Итак, это пятая симфония, опус 63. Долго работал, и окончательно она была завершена в 2006 году. Она имеет подзаголовок «Габдрахман Великий». Это сочинение не о древней истории и легендах, эта музыка отражает в большей степени современную действительность, так как присутствуют параллели с современностью. В процессе работы симфония имела разные подзаголовки – военная, Муртаза Рахимов и так далее, в зависимости от меняющихся взглядов на значение личности в истории. А в окончательном варианте симфонию я посвятил первому президенту Башкортостана. Музыка отражает исторически непрерывную борьбу региона за самостоятельность, попытки создать счастливую, богатую, экономическую, стабильную республику. Поэтому и этому процессу 500 лет. Но это младенческий или подростковый возраст для государственных образований. Регионы, как и дети, всегда пытаются стать самостоятельными и сами решать судьбу, создавать себе экономическое благополучие, и как дети в семье пытаются противостоять диктату родителей, часто ошибаются и не всегда готовы к самостоятельной жизни. В детстве мы создавали свой секретный язык только для друзей и посвященных. Во взрослой жизни для меня таким языком стала симфоническая партитура. Это интересное, загадочное искусство, особенно в период, когда не рекомендуется говорить что-то открыто, так как скрипку или курай сложно в чем-то обвинить или репрессировать, хотя в истории было и по-разному. Здесь я обращусь к специалистам и поговорю немного о формообразовании. По структуре пятая симфония, по сути, усложненная сонатная аллегро.
с развернутой разработкой и эпизодом, а также сложной репризой и кодой. Но в целом это традиционная структура, построенная по европейским классическим канонам. Начинается симфония с возгласа сопротивления, который проходит через все сочинение, и он постепенно самоорганизовывается в борьбу против несправедливости. Вторая тема – это побочная партия. Лирический эпизод. Размышления героя о судьбе края. Есть несколько вариантов легенды и песни о Габдрахмане. Мне ближе вариант гениального сесена, сказителя из Баймакского района Мухтара Китабова, 1907 года запись. Эпиграф симфонии «Не верь друзьям отца, подвой и отцовские друзья» выписан в партитуре и взят из Мухтара Китабова. Песня повествует о драматических событиях периода репрессий после очередного крупного башкирского восстания. Здесь присутствует и предательство среди башкирских родов, которые сочетаются с желанием выслужиться перед царским режимом Санкт-Петербурга, так как в прошлом это было неоднократно. Но и в прошлом, и в современности предательство, доносы, захват Габдрахмана, например, шантаж сыновьями, где-то в истории все повторяется. И судьба первого президента в чем-то аналогична. Во всяком случае, ситуации подобные присутствуют, как в прошлом, так и сейчас. Договора не соблюдаются, разграничения полномочий нарушаются. Все под копирку из древности в наше время. В Ютубе есть исполнение этой симфонии, которое мне очень дорого, как память о друзьях исполнительных. Но там были накладки, и мне пришлось попросить изменить некоторые реальные звучания, дополнив их виртуальным, компьютерным. Сейчас попробую показать кусочек из этого образца. Так, зайдем куда-то в YouTube. Мы в YouTube. Включаем. Это мое собственное исполнение. Звук немножко дадим. Здесь явно такие хорошо прописанные ударные инструменты. В общем, звучание, конечно, лучше. Оно вроде как исправлено. Но, исправив недостатки, я получил разговор о том, что виртуальные манипуляции кажутся неуместными в серьезной музыке. Но ничто неизвестно. Мне кажется, в будущем вся музыка может стать виртуальной. Симфоническая партитура требует очень точного исполнения, а у современных музыкантов с невысокими зарплатами нет возможности так тщательно работать над партиями, так что нам приходится иногда прибегать к компьютерным технологиям. Есть еще одна интересная запись, которая была в начале. Это исполнение полностью живое, в котором тоже есть небольшие недостатки. Это запись из концертного зала училища искусств, где дирижировал Камиль Абдуллин. Он очень талантливый дирижер, со своим взглядом на это сочинение. Я не буду говорить о своих, так сказать, пожеланиях. Я думаю, что он взрослый человек и сам решает, как должно звучать сочинение. И вообще мне кажется, что взгляд со стороны всегда более справедливый, чем мое внутреннее, такое замкнутое представление о том, как что должно звучать. Теперь несколько слов о причинах посвящения. Причина в следующем. Как раз в 2006 году, это третий срок президентства, именно в это время стали заметны значительные успехи в строительстве городов, в архитектуре, в искусстве республики. Поддерживалось и музыкальное искусство, были очень приличные гонорары в Союзе композиторов.
Предположительно, все это работа администрации первого президента, который думал о будущем родного своего края. Он прошел очень длительный путь. В 1990 году благодаря ему была создана Декларация о государственном суверенитете республики, был создан федеративный договор, а также создана Конституция. И не военная сила, ни диктатор, и не лидер сделали территорию, нашу территорию более самостоятельной, а количество богатых, количество, кстати, и качество богатых, состоятельных и образованных людей, появились разнообразные банки, Рафис Кадыров, другие личности. Но экономическая составляющая явилась основой успеха. Вместе с евразийскими научными центрами и системой подготовки научных кадров, и с системой образования. Вот в этом смысле Муртаза Рахимов внес более значительный вклад в экономику республики, чем легендарные герои, военачальники. В связи с этим я и посвятил симфонию первому президенту, и в ней я озвучил все вот эти мысли, которые я сейчас пытаюсь говорить для тех, кому нет времени послушать, как бы поинтересоваться. Еще несколько слов о прикладном значении серьезной музыки. Ее иногда используют для озвучивания фильмов, видеороликов. Я очень рад, когда слышу кусочки симфоний, и собственных симфоний тоже, в передачах, в документальных фильмах, так как это признак высокой грамотности звукорежиссеров, работников радио, телевидения. Когда у народа нет своей культуры, своих симфоний, тогда используется дискотня. Это такие механические нагромождения, не обладающие эмоциональным наполнением, не имеющие никакого исторического значения. И это, к сожалению, встречалось очень часто. Но настоящий саундтрек для документальных фильмов, вот я слышал пару документальных фильмов в связи со своей музыкой, или, допустим, телевизионные передачи, должен обладать психологическим воздействием, проникать в душу слушателя, дополняя и закрепляя текстовый материал. Я веду преподавательскую работу и читаю курс саунд-дизайна, в котором высказываю все по этому поводу. Пожалуй, на этом стоит закончить. Это все, что я смог сказать по этому поводу сегодня. Может быть, в будущем я расскажу больше, детальнее, зайду в области, о которых сейчас не принято говорить. На этом прощаюсь. Большое спасибо. Спасибо за интересную лекцию. С Новым годом, друзья! С Новым годом!